Силами экспоната набраны бойцов подразделения БПЛА Республики Саха-Якутия. Я в настоящее время выполняю, скажем так, исполняю обязанности командира этого подразделения. Соответственно, вот мы это дело инициировали. Я тогда предложил, что давайте мы сформируем. И, соответственно, у всех что-то нашлось. Тем более, что сначала ребята сами, а у нас ребята, они с разным боевым опытом. За их плечами и Северный Кавказ, и, значит, Афганистан, и другие конфликты локальные, вооруженные, соответственно. И со временем уже это люди увидели, приносили уже какие-то реликвии свои времен Первой мировой войны. Тем более, что наше подразделение, оно посвящено, можно сказать, 42-му пехотному полку, продолжает его славные традиции. Соответственно, тем более, что вот у нас один из основных, скажем так же, идей вдохновителей, Куприянов Александр Амосович, он у нас один из самых пожилых бойцов, вот, он является правнуком как раз военнослужащего 42-го полка, принимавшего участие в русско-японской войне. Это связь поколений. Дедушка первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, это он и есть как раз. Это вот он, вот наш Александр Амосович, он является племянником Михаила Ефимовича. То есть их общий предок, военнослужащий 42-го пехотного якутского полка. Ну и почему называется «Сплав науки и отваги»? Выставка еще создана при участии, при поддержке инженерных войск вооруженных сил Российской Федерации. У нас вот наш отряд, он является также под эгидой инженерных войск, соответственно, в составе. И вот общими силами было сделано. То есть здесь такая уникальная, интересная выставка, которая в маленьком зале, но совсем на ограниченном пространстве, это не огромный музей, который позволяет, как машина времени, то есть проходим 19 век, проходим 20 век и заканчиваем 21-м. Задача этой выставки не столько показать большое количество экспонатов, а задача именно дать общее понимание. Скажем, в программе экскурсии будет именно дана такая задача: крупными мазками, не ударяясь именно в имена, в даты углубленно, а крупными мазками человека провести, вот за руку взяв сквозь это все, это чувство причастности к этому, той связи поколений. Потому что у нас исходная точка якутяне в составе Отечественной войны 1912 года, и завершая, также борются, как раз защищая также от неонацизма. То есть участвуя в таких грандиозных событиях, страшных, в то же время великих событиях. Наши земляки также с честью и достоинством принимают участие. Вот, соответственно, вот это. И экспонаты, они могут показать это все. Поэтому она так и формировалась. Она формировалась не показывая вот хронологию, а она формировалась такими предметами, которые зацепляют. Каждый предмет здесь имеет свою историю. И я думаю, это необходимо, особенно сейчас. Особенно сейчас необходимо показать ориентиры, показать те, скажем так, героические страницы, которые не являются просто далекой, отдаленной историей, которая давно прошла, а она переносит нас, связывает нас с современностью, дает пример, что всегда якутяне защищали Отечество, и всегда это было в почете, и всегда вот люди героически сражались. И, соответственно, с тех пор ничего не изменилось. Несмотря на то, что принято говорить, что такое было, когда что поколения измельчали, что молодежь, допустим, там сейчас вот погрязла, там сидит за компьютерами. На самом деле, вот эта самая молодежь, я своими глазами видел, те самые ребята, которые, казалось бы, там вот сидели в компьютерных клубах, они сейчас совершают подвиги, как их деды в Великую Отечественную войну. И вот это все самое главное, вот этот стержень, который есть, он цел. И вот эта вот связь поколений, она неразрывна. Это главный именно вот посыл этой выставки.